Здравствуйте, уважаемые телезрители. Эфир ЛАТО-24 продолжает программа «Еще не вечер». В студии работаю я, Вера Черникова. В Кыргызстане разработаны программы, направленные на сохранение продовольственной безопасности. Поставлена задача на 70% обеспечивать государство основными продуктами питания. Для этого есть все условия. В частности, концепция развития сельского хозяйства основывается на кластерной системе. Кроме того, необходимо усовершенствовать управление сельским хозяйством. Сегодня мы имеем возможность задать свои вопросы министру сельского водного хозяйства и развития регионов Аскарбеку Сапарбековичу Джаныбекову. Он гость нашей студии. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии ЛАТО-24. В программе «Еще не вечер». И так поставлена амбициозная задача обеспечить страну на 70% основными продуктами питания. Но, к сожалению, в этом году из-за засухи прогнозируется то, что мы потеряем 30% урожая. Тем не менее, Министерство сельского водного хозяйства и развития регионов уже давно предпринимает все меры для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в стране, и население не почувствовало ни роста цен и было обеспечено основными продуктами питания. Расскажите, пожалуйста, что делается в этом направлении? Добрый день, Вера. Добрый день, уважаемые телезрители. Поставлена задача. Министерство поставило перед собой задачу обеспечить кыргызстанцев необходимым объемом продовольствия собственного производства в размере 70%. Для этого мы разработали программу. Мы определили приоритетные направления развития нашей отрасли. Сегодня Министерство сельского водного хозяйства и развития регионов – это другое министерство, другой состав, нежели 6 месяцев назад. Было принято решение, подписан указ президентом нашей республики, и агентство, несколько агентств, это агентство водного хозяйства, агентство земельных ресурсов, государственное агентство лесного хозяйства, государственное агентство местного самоуправления и инспекция ветеринарной и фитосанитарной безопасности. Вот эти отдельные структуры, которые были в начале этого года отдельно, сегодня объединены под одно название, это Министерство сельского водного хозяйства и развития регионов. Почему принято такое решение? Я считаю, что это решение было очень правильным. Мы в первую очередь нацелены на развитие регионов. Что такое регион? Регионы – это 65% населения Кыргызстана. Значит, мы должны направлять все свои усилия на улучшение жизни, на увеличение продуктивности, на повышение урожайности сельхозкультур для того, чтобы создать, в первую очередь, обеспечить продовольственную безопасность, и второе, повысить доход, увеличить доход наших сельхозтоваропроизводителей. Вот в этом ключе сегодня ведется работа. Когда мы говорим о некоторых потерях урожайности, да, вот теперь я хочу к этому прийти. Вы принимаете тоже определенные меры. Да, вот смотрите, к сожалению, в этом году природно-климатические условия, аномальная жара летом, резкие перепады температуры в течение суток, то есть днем и ночью, вот это все создало массу проблем по обеспечению поливной водой в вегетационный период наших фермеров. Конкретно это было очень заметно было в Чуйской области. Чуйская область вообще сама питается в первую очередь. Это Ортотокойское водохранилище, где накапливается за зимний, весенний и осенний период порядка 473 миллионов кубов воды. Это Чонкиминская речка, это Шамши, Сыгата, Аламедин, Сокулук и Карабалтинка. Аспара это в последнюю очередь там на границе. Вот эти наши речки и водохранилища обеспечивает. Но, к сожалению, в этом году весна была холодная. Когда необходимо было подавать воду, ее было мало. И вот этот разрыв создал сложности для формирования урожая сельхозкультур. Поэтому в Чуйской области основные потери и есть здесь. В целом мы сейчас в Иссык-Кульской области завершается уборка, в Нарынской области идет, в Таласской области идет уборка зерновых.
А предварительные прогнозы показывают, что мы не доберем порядка 30% урожая зерновых. Значит, есть проблема. Теперь мы должны думать, как ее решать. Также, значит, в первую очередь надо думать о том, как экономно использовать поливную воду. А здесь два основных момента я хотел бы отметить. Первое, значит, надо приводить в порядок, то есть подготавливать межхозяйственную и внутрихозяйственную растительную сеть к вегетации. Традиционно этим занимались весной. В этом году мы этим начали заниматься осенью, для того, чтобы сэкономить время для ранневесенних поливов. Правительством, Кабинетом министров выделены 426 миллионов сомов по проекту лизинг сельскохозяйственной техники и оборудование по капельному орошению и дождевального оборудования под 4,5% годовых для наших фермеров. Это уже серьезная поддержка. Это поддержка снижения процента по обслуживанию кредита. Это несколько раз было озвучено нашим президентом, уважаемым Садыром Нургожаевичем Джапаровым. 4,5% очень серьезное понижение процентов. Также следующее, то, что мы сейчас говорим фермерам, рекомендуем, это осенние поливы. Сейчас вода в источниках есть, но ее надо использовать. В первую очередь ее надо использовать на полив многолетних трав. Второе, на влагозарядковые поливы. Третье, предпахотные поливы. Вот на вот эти поливы мы сейчас должны осенью использовать эту воду. К сожалению, до текущего года на это не обращалось должного внимания. Этим самым мы планируем сократить площади, нуждающиеся в поливе ранней весной. Вот такие мероприятия, которые в первую очередь должны проводиться нашими крестьянами по рекомендациям Министерства сельского водного хозяйства и развития региона. Скажите, а вот реабилитация простаивающих скважин и усиление работы ассоциации водопользователей, потому что очень важно, чтобы люди, которые именно работают на местах, они могли управлять именно распределением поливной воды. А вот смотрите, не было бы счастья, да несчастье помогло, говорится. Вообще, с союзного времени у нас вот эти 2876 скважин, которые есть в наличии, и 93 из них это на балансе сегодняшнего Министерства сельского хозяйства, остальные должны быть на балансе муниципалитетов, то есть местных органов власти. Это Айлюк-Мэту и мэрии. Проведена инвентаризация практически всех скважин на их пригодность к эксплуатации. Сегодня разрабатывается проект по выделению финансовых средств из фондов развития областей. Первый источник. Второй источник из бюджета Айлюк-Мэту и также из других финансовых источников. Цель только одна – запустить как можно больше скважин для того, чтобы они работали в вегетационный период 2022 года. Мы предлагаем несколько вариантов, конечно, одни из вариантов это передача в аренду нашим фермерам, для того, чтобы они могли эксплуатационные расходы нести и в то же время качать воду из этих скважин для подачи воды на орошение своих участков. Вы в начале нашего интервью сказали, что изменена структура министерства, и теперь ряд госагентств находится под вашим руководством. И я думаю, что управление всеми процессами и водными, и другими, оно улучшится, потому что появилась определенная ответственность, определенное подчинение. И когда вы говорите о том, что вот в реабилитации скважин должны принимать активное участие местные органы власти, в этом и есть, и в этом и заключается совместная работа, когда государство и люди на местах двигаются в одном направлении, они ждут, например, помощи со стороны только государства или, наоборот, государство ждет, чтобы сам народ, сами крестьяне организовали для себя всю работу. Но есть вопросы, которые решает только государство, в частности, вот обеспечение фермеров качественными семенами картофеля. Оно не только государство, но, в общем-то, оно очень может посодействовать. И сейчас обсуждается вопрос именно поставки качественных семян картофеля из Египта. Скажите, пожалуйста, что это за договоренность и в каком количестве будут поставлены семена?
Вопрос поставки семян картофеля в Кыргызстан из Египта. Последний, вот сегодня третий день, самая обсуждаемая тема в соцсетях. К сожалению, с подачи некомпетентных товарищей этот вопрос был, эта тема была перевернута абсолютно наоборот. У меня была встреча с полномоченным послом Египта в Кыргызстане. Мы обсуждали вопрос поставки семенного картофеля в Кыргызстан. Как вам известно, Египет очень преуспел в семеноводстве картофеля. Они добиваются очень больших урожаев. И мы обсудили вопрос возможности испытания перспективных высокоурожайных сортов картофеля на территории Кыргызстана. То есть у нас есть государственный сорт испытательные участки, где мы проводим испытания с дальнейшим промышленным размножением. Вот смотрите, в 2020 году в Кыргызстан были завезены 2450 тонн семенного картофеля из России, часть, из Германии, из Франции, из Нидерландов, даже 16 тонн с Узбекистана и 350 тонн с Казахстана. Это все семенной картофель. А то, что экспортировали, мы экспортируем только продовольственный картофель. Никакому министру сельского хозяйства не придет в голову импортировать продовольственный картофель тогда, когда мы сами производим в 2 раза больше картофеля, нежели мы сами потребляем. Есть же здесь логика, правильно же? Вопрос стоит только о семенном картофеле, и стоял об этом. Теперь то, что касается семян зерновых. Сегодня, буквально в 11:30 у меня была видеоконференц-связь с нашим коллегами из Узбекистана, с министром в частности. Они уже начали погрузку высокорепродуктивных семян сорта озимой пшеницы, сорта Аср и Давр, которые у нас в Кыргызстане дали почти 82 центнера с гектара. Это 1000 тонн оттуда поступит высокорепродуктивные семена, 2500 тонн поступит с Российской Федерации со скидкой по цене на 30%. Вот это при посеве осенью, в этом году, это все озимые зерновые, они будут посеяны, в следующем году мы получим первой репродукции семена для наших фермеров. Наши фермеры получат возможность уже доступ к лучшим семенам мировой селекции. Но в то же время они могут, наши селекционеры, да, работать и над селекцией именно тех культур зерновых, которые можно выращивать и на багарных землях. Я знаю, что в Иссык-Кульской области вызревает та пшеница, которая пользуется большим спросом за рубежом, потому что у нее хорошая клейковина, да, и мука очень белая и замечательная. Но скажите, пожалуйста, вот чтобы вырастить урожай, естественно, его необходимо засеять. И сейчас вы уже затронули вопрос обеспечения наших крестьян качественными семенами не только картофеля, но и пшеницы, но они еще и сеют и травы, да, и другие культуры. И, в общем-то, всегда нужно обновлять вот этот семенной фонд для того, чтобы получать хороший урожай, несмотря на засуху. И мы знаем, что вот отрасль сельского хозяйства, она подвержена различным ситуациям. Например, если пойдет град, и, например, засуха, и крестьяне наши будут терпеть убытки. И поэтому в нашей стране, в общем-то, разработана программа финансирования льготных кредитов, оказания помощи. Эта программа осуществляется на государственном уровне. Скажите, пожалуйста, будут ли увеличиваться объемы финансирования и обеспечить необходимо наших крестьян именно качественной сельхозтехникой, потому что мы знаем, что у нас очень много фермерских хозяйств, и для того, чтобы обработать свои земельные участки, они передают сельхозтехнику от одного к другому хозяйству. Начнем с последнего, наверное. То, что касается техники в лизинг. В 2020 году на 931 миллион сомов, то есть почти миллиард сомов, было выдано 532 единицы техники нашим фермерам по проекту лизинг. В этом году было выделено 534
534, да, миллиона сомов. Это первый транш был по, по проекту лизинг сельскохозяйственной техники фермерам. Она уже освоена, эта сумма. Дополнительно выделено через 426 миллионов сомов. Но здесь уже процент другой, вообще 4,5%. Так? Вот это все направлено на то, чтобы увеличить возможность доступа фермеров к лучшим образцам техники, к оборудованию для капельного орошения и для дождевания. Это все в лизинг. Фермер не должен сегодня оплачивать 100% стоимость. Он оплатит 20-30%, остальное это будет в кредит, в лизинг. То есть также это комфортные условия для фермера, я считаю. Такой же продукт мы сейчас разрабатываем, мы стараемся внедрить через Айлбанк и по племенному животноводству. То, что касается поддержки фермеров по семенам, здесь вы знаете, что в этом году весной было выделено 51 миллион сомов на дотацию семян сельскохозяйственных культур. Из них 21 миллион сом был освоен, 30 миллионов вот под осенний сев. Сейчас уже мы распределили практически семена. Видите, это поддержка местного товаропроизводителя. В первую очередь это семхозы и потом непосредственно фермерские хозяйства. О чем это говорит? Что такое дотация? Это на 30% фермер тратит меньше, потому что государство компенсирует 30% стоимости семян за счет бюджетных средств. Это очень серьезная поддержка сегодня. Мы предлагаем это и внедрить и в животноводстве тоже. То, что касается, вот вы отметили, увеличение объемов финансирования по проекту ФСХ, то есть финансирование сельского хозяйства под 6, 8 и 10%. На этот год предусмотрено 6 миллиардов 250 миллионов сомов. На следующий год мы предлагаем увеличить. Почему? Потому что спрос очень высок, потребность очень высокая, а средств, которые мы предусматриваем из бюджета, пока мало. Поэтому мы предлагаем, для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, мы в первую очередь должны обеспечить возможность производства вот этих продуктов для наших фермеров. Это в первую очередь доступ к семенам, к технике, к технологии и к льготным финансовым средствам. Ну вот интересно, что вот в эту программу финансирования сельского хозяйства, да, есть тоже определенные низкие проценты под создание именно перерабатывающих предприятий, потому что это очень тоже важное направление, когда фермеры не только производят, да, но могут переработать сельхозпродукцию и уже продать населению те же консервы, да, помидор, огурцов и так далее. У нас это есть, но мы хотели бы, чтобы перерабатывающих предприятий было гораздо больше, и наша продукция также шла именно не просто морковка или картофель. Не просто как сырье, да? Да, не просто как сырье, да, а перерабатывалась. И, в общем-то, это направление, оно тоже нуждается у нас сейчас в стране в развитии. Вы очень правы. Вот льготное финансирование сельского хозяйства – это 3 продукта внутри. Первое – это поддержка перерабатывающих предприятий. Средства выделяются под 6% годовых. Второе – это для фермеров, которые имеют договор по поставке сырья на перерабатывающие предприятия. Эти фермеры получают кредит под 8%. А фермеры, которые просто занимаются производством, например, растениеводческой продукции, без договоров, они получают кредит под 10%. Вот здесь четко видно, что мы поддерживаем переработку из сырьевиков под эти перерабатывающие предприятия. И дальше так будет. Но мы меняем нашу стратегию здесь. Мы говорим, с 2022 года больший объем средств будет уходить в кластеры. То есть мы призываем наших фермеров объединяться не землями, не надо объединяться землями, не надо все собирать вместе. Мы говорим, ребята, вот есть кластер, на вершине которого стоит перерабатывающее предприятие. Там и финансовый институт участвует, там и наука участвует, там и местная власть участвует, там и сами товаропроизводители, сельхозтоваропроизводители, то есть фермеры. Вот
Вот эту систему мы внедряем и будем финансировать большую часть через кластер. И тем самым мы обеспечиваем возможность производства и гарантированного сбыта сырья, переработка качественного сырья и гарантированный сбыт внутри Кыргызстана и на экспорт. Видите, вот этот кластер, кластерная система развития сельского хозяйства, она давно принята во многих развитых странах. И мы не должны стоять в стороне от мировых процессов развития, в частности сельского хозяйства. И новая команда Министерства сельского водного хозяйства и развития регионов определила 6 основных направлений, один из которых это кластерная система развития сельского хозяйства. Ну, я думаю, что крестьяне, фермеры на своем опыте должны почувствовать выгоду Конечно. от организации вот этой работы. Тогда они уже по примеру, например, какого-то одного кластера, да, будут объединяться. Ведь у нас говорят о том, что каждый регион должен специализироваться на выращивании одной какой-то продукции и организовывать вот кластер, да, и продвигать эту продукцию и даже на экспорт. В Таласе это фасоль, в Чуйской области сахарная свекла и так далее. Вот удастся нам это реализовать, как вы думаете? Да. Смотрите, сейчас работает очень серьезная экспертная группа по специализации регионов сельскохозяйственного производства. То есть, как вы сказали, первый шаг мы отобрали породы сельскохозяйственных животных, которые мы рекомендуем выращивать в Кыргызстане. Мы закрепили это приказом. Первое. Второе. Сейчас мы разрабатываем, говорим, ребята, в Нарыне невозможно выращивать фисташки. Арбуз, да там не надо выращивать. Вы там должны заниматься тем, что растет, то, что дает хороший урожай, и то, что экономически выгодно. Животноводством славится Нарынская область. Да, конечно. Теперь, смотрите, если конкретно Нарынскую область взять, до сегодняшнего дня у нас там в основном беспородистый скот, низкопродуктивный. 1500–1600 литров молока в год. Трехлетние быки дают 180–200 килограмм мяса в убойном весе. В среднем по Америке, например, если взять, там 560 килограмм в убойном весе. 1,5-годовалые двухлетние быки дают в убойном весе. Нам не надо ничего, мы и так завозим сюда. У нас есть доступ к лучшему генетическому материалу мировой селекции, как животноводства, так и растениеводства. Мы, министерство, отраслевое министерство, должны создать максимум комфортных условий для наших фермеров в виде доступа вот к таким достижениям мировой селекции, семеноводства и в животноводстве тоже. Когда мы говорим о продовольственной безопасности, мы должны говорить и о продукции, которая должна быть безопасна для здоровья человека. Это очень вопрос тесно связан с производством мяса, молока и других мясомолочных продуктов. И месяц назад появилась информация об открытии карантинных ветеринарных пунктов по Кыргызстану. И это тоже один шаг к тому, чтобы население получало безопасную мясную продукцию. И вообще в отрасли животноводства, я думаю, что за эти годы есть определенные достижения, да? Есть пункты осеменения и улучшен ветеринарный контроль. Мы избавились от ряда болезней, которыми раньше болели животные, и тем самым улучшили эпизоотическую ситуацию в стране. И вот этот шаг по открытию карантинных ветеринарных пунктов по Кыргызстану, он тоже очень важен. Да. Почему? Почему карантинные зоны, карантинные станции настолько важны? Как было до того, как мы открыли эти станции? Скот контрабандой завозился в Кыргызстан. Он распространялся по Кыргызстану и уходил за пределы Кыргызстана. И этим самым они могли, очень высокий риск был распространения заболеваний, инфекционных заболеваний внутри Кыргызстана. И мы это видели. Поэтому мы поставили задачу открыть карантинные станции. Но в первую очередь для того, чтобы не бегать, не контролировать, а создать условия для предпринимателей. Первый шаг был такой. Мы добились отмены НДС на ввоз скота, на ввоз сельскохозяйственных животных. Пусть это будет КРС, МРС, лошадь. Сейчас на границе, пересечении кыргызской границы, НДС не облагается. Первое. Мы здесь исключили коррупционную составляющую. Второе. Мы в 25-километровой доступности
даже где-то ближе есть. У нас 4 зоны открыты такие карантинные. 24 часа в сутки ветеринар работает. Скот приходит на эту территорию, сразу берется кровь, проба на анализ. Лаборатория 7 дней в неделю работает сейчас. Сразу определяется состояние животных на предмет заболеваемости или инфекционности. Все, если скот чистый, сразу на этом месте делается вакцинация против тех заболеваний, на которые принято поделать вакцинацию. Выдается пакет документов на руки, и уже сельскохозяйственное животное здоровое может потом перемещаться по Кыргызстану. Видите, этим самым, первое, мы исключили коррупцию на границе. Второе, мы минимизировали, свели к нулю практически поступление заболевших животных на территорию Кыргызстана. И самое главное, мы можем влиять сегодня на эпизоотическую ситуацию в целом по Кыргызстану. Скажите, пожалуйста, вот если производство мяса в нашей республике увеличится, снизятся ли цены на рынках? Мы не можем жить обособленно от соседних стран, от всего мирового сообщества, от мирового рынка в целом. В региональном рынке здесь, в Казахстане, например, стоимость мяса намного выше, чем у нас. В Узбекистане то же самое. Почему? Потому что количество населения и количество предлагаемого мяса, они не обеспечивают потребность. Поэтому у нас в Кыргызстане цена тоже растет. Живые животные уходят в Узбекистан в основном, потому что мы туда сейчас экспортируем, потому что там есть спрос. Для того, чтобы как-то регулировать цены и влиять на них, на цены на мясо на рынке, мы должны в первую очередь задуматься о продуктивности сельскохозяйственных животных. Как молочных коров молочного направления, так и мясного направления. Сегодня вопрос цены мяса, продуктивности сельскохозяйственных животных напрямую связан с деградацией пастбища. У нас и здесь есть очень большая проблема. И для того, чтобы комплексно решать, мы сейчас работаем над тем, чтобы наш фермер получил доступ к высокопродуктивным сельскохозяйственным животным через проект лизинг сельскохозяйственных животных через Айльбанк. Ну, люди, которые живут в нашей республике, они часто вспоминают времена Советского Союза, когда Кыргызстан обеспечивал мясом, да, многие города сахарной свеклой. А где все эти продукты сейчас? Ну, я думаю, что-то нужно поменять в нашем мышлении, объяснить людям, что, в общем-то, к старым временам мы не придем, но, тем не менее, вот эти отрасли по выращиванию и масляничных продуктов, и сахарной свеклы, и в том числе по производству мяса, они имеют большие перспективы, и, к сожалению, может быть, им долгое время не уделялось внимания, но, тем не менее, подвижки в каждой из этих отраслей есть. Вы правильно заметили насчет экспорта семян из Кыргызстана в союзное время. Сегодня, к сожалению, мы практически ни килограмма не экспортируем, если не считать, что несколько десятков тонн семян люцерны иногда у нас получается экспортировать. В союзное время мы экспортировали почти 5000 тонн семян сахарной свеклы, более 300 тонн люцерны, и такой же объем мы реализовали семян гибридов кукурузы. Значит, вы говорите, возможно ли к этому вернуться, прийти. Так? Возможно ли экспортировать семена? Или нам нужно уже думать иначе? Нет. Нам необходимо в первую очередь поддерживать науку. Науку селекционеров наших. Селекционер сегодня получает 11-13 тысяч сомов. Это все, на что он может рассчитывать. Поэтому только патриоты остались в этой науке. И мы сегодня должны поддерживать для того, чтобы отечественное семеноводство поддерживать. Конечно,
Наши соседи тоже переживали такие сложные времена. Но они, вот узбеки сегодня, видите, нам импортируют, то есть нам экспортируют, мы у них покупаем, у казахов тоже. Но у нас есть возможность все это возродить. Главное выстроить правильную стратегию развития семеноводства Кыргызстана через поддержку науки и через поддержку семеноводческих хозяйств. В сельском хозяйстве накоплен большой опыт по развитию. Мало мы или много, но все-таки обеспечиваем свою страну основными продуктами питания. Но вы поставили амбициозную задачу, я еще раз повторюсь, это обеспечить на 70% государства основными продуктами питания. Произведены структурные изменения в самом министерстве, которые помогут улучшить управление. Есть договоренности, о которых вы сейчас говорили, планы на будущее. И все-таки скажите, пожалуйста, на чем вы будете основываться, опираться, на каком положительном опыте в сфере сельского хозяйства для того, чтобы дальше создавать возможности для фермеров и крестьян? Вот здесь смотрите, 9 основных стратегических продуктов. Это продовольственная пшеница, это молоко и молочные продукты, это мясо и переработанные продукты мяса, это овощи, это фрукты, это сахар, это масло, это яйца. Вот основные 9 продуктов, которыми мы должны обеспечить. В первую очередь 70%. Обеспечить хлебом, в первую очередь семена. Семеноводство, над чем мы сейчас работаем. Фермер должен получать не 15-20 центнеров урожая с гектара зерновых, а 35-40 центнеров. Мы разработали программу на 5 лет и приняли ее. Мы знаем, как это делать, потому что мы не дилетанты, мы практикующие сельхозтоваропроизводители. Первое. Второе, это по яйцам. Мы сегодня производим 56% от общего необходимого объема яиц. 1 200 000 000 яиц мы должны производить. Мы сегодня производим 560-600 тысяч миллионов яиц, то есть мы производим. Значит, есть куда расти. С ассоциацией птицеводов, с птицеводами мы обсуждали этот вопрос. В течение 3-4 лет объем 100% будет обеспечен. С учетом того, что мы будем расти еще. Потребление будет расти еще. То, что касается мяса, я уже говорил об этом. То, что касается сахара. По итогам 2020 года мы произвели сахара на 50% от общей потребности нашей. В этом году мы смогли увеличить на 2500 гектаров земли под кукурузой. Ну, мы посмотрим, насколько получится вал увеличить. Но программа развития свекловодства у нас есть. То, что касается растительного масла. 20 с лишним процентов мы себя обеспечиваем по итогам 2020 года. Нам необходимо 60 тысяч тонн растительного масла производить. Я уже ездил в Москву, встречался с руководством ведущих селекционных центров, институтов масличных культур. Мы договорились о сотрудничестве, поставке семян оттуда к нам в Кыргызстан и их сопровождение. То есть, видите, в каждом направлении для того, чтобы решать эти вопросы, необходимо подходить основательно. Не мясничково, не разово, а основательно для того, чтобы создать четкую систему развития, ту четкую платформу развития отрасли. И вот то, что те 6 основных приоритетных направлений развития сельского хозяйства, которые мы приняли, презентовали, мы считаем, что это правильно. И мы ведем всю свою деятельность, основываясь на вот эти 6 основных направлений. Огромное вам спасибо за компетентное интервью. Хочется, чтобы государство и дальше поддерживало тружеников нашего села, ведь они выполняют очень трудную и благородную работу. И надеюсь, что все планы, которые вы поставили перед министерством, вам удастся реализовать. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с министром сельского водного хозяйства и развития регионов Аскарбеком Сапарбековичем Джаныбековым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.